Мы продолжаем. Меня зовут Алексей Соломин. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Москвы», телеканала АРТ-ТВ, Яндекс.Эфира. Особое мнение с Владимиром Рыжковым, политиком, членом Общественной палаты Москвы. Владимир, я вас снова приветствую. Да-да. Есть еще один у нас должок, связанный с теми поправками Владимира Путина, которые, судя по всему, будут внесены в период рассмотрения поправок во втором чтении. Народ. Тоже было много слухов, и первоначально говорили о том, что там будет прописан русский народ и его место. Немного по-другому выяснилось все. Дело в том, что тут написано так. И про язык. Государственным языком России является русский. Путин определяет, что это, в кавычках дальше, язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Но это не про язык. Это про народ. Ну, конечно. Смотрите, просто это... Я уже видел сегодня такие возражения, мне в Твиттере писали, что да нет, это же про язык. Да, и давайте я вам возражу. Так это же про язык. Так это не про язык. Почему? Ну, потому что язык здесь используется как дверка, через которую протаскивается народ. Вы прочитайте текст. Язык государствообразующего народа. То есть постулируется, что он есть... Он не называется какой народ? Еще раз. Это хитро придуманное устройство. Язык русский. Да. А, значит, принадлежит он государствообразующему народу. Значит, русский народ. То есть постулируется и учреждается государствообразующий народ, говорящий на русском языке. Единственный методом исключения, единственный народ, который может быть таким, это русский народ. И это доказывается второй частью этой поправки через запятую, который входит, то есть этот государствообразующий народ, он входит в союз равноправных народов. То есть он, во-первых, выделяется из этих народов, во-вторых, он отделяется от этих народов, в-третьих, заявляется его равенство с этими народами, но первенство, потому что он государствообразующий, а они не государствообразующие. И вот эта поправка... Что такое государствообразующий? Вы, кстати, были правы в определении слова «достояние». Это действительно первое значение имущества. Имущество. Поэтому, если дети имущества Советской Республики или Российской Федерации, как угодно ее назовите, или Республики большевиков, они не могут быть переданы американцам или итальянцам или иранцам, потому что суды будут отказывать в усыновлении, ссылаясь на Конституцию и говоря о том, что раз это достояние Российской Федерации, оно не может быть отчуждено. Что такое государствообразующий? Вот это на самом деле мы говорим, что все без исключения поправки, вот эти идеологические, это бомбы. Их исключительная опасность заключается в том, что они разделяют общество. Они вносят в общество неразрешимые конфликты. Конфликты между сексуальным большинством и сексуальными меньшинствами. Конфликты между людьми верующими и атеистами. Конфликты между теми, кто считает, что счастье ребенка – это высшая ценность, как говорят международные конвенции, ратифицированные Российской Федерацией. И если счастье ребенка, его благополучие – это высшая ценность, то ребенок не может быть достоянием государства. И ребенок может менять гражданство и может менять место жительства, если его счастье является высшим приоритетом. Но теперь по путинским поправкам высшим приоритетом является собственность государства на детей, а не счастье детей. Это вносит раскол. И вот эта поправка о народе, она вносит чудовищный раскол. Потому что, во-первых, это исторически неправда, что только русский народ был государственно образующим, как десятки народов. Мордва, чуваши, коми, башкиры, татары, калмыки. Я вам приведу пример. Вы знаете, например, о том, что алтайцы, это маленький народ, Республика Алтай, их сейчас 70-80 тысяч, они вошли в Российскую Федерацию по договору, по юридическому документу. Тем самым они государственно образующий народ. Потому что когда они с Елизаветой Петровной подписали юридический договор о вхождении в состав Российской империи, они тем самым выступили в качестве государственно образующего народа. Но они не являются русскими. Но федерация и на тот момент большинство из них не говорило на русском языке. Это кардинальное изменение принципа, на котором стоит государство. В ныне действующей Конституции, в преамбуле говорится: мы многонациональный народ Российской Федерации. То есть субъектом является политическая нация. Политическая нация, состоящая из граждан. Она какая у нас? А теперь наша нация многонациональная. Ее составляют люди с российскими паспортами.
А кто россияне, они? Якуты, башкиры, россияне, якуты, башкиры или калмыки не имеют никакого значения с точки зрения государства, с точки зрения политической общности. И эта поправка вносит огромный конфликт, вносит огромный раскол. Потому что объявляет один народ, русский, государственно образующим, а прочие народы она объявляет не государствообразующими, хотя и равными. Ну, равноправных. Но не государствообразующими. А потом еще отдельно А исторически говорит... это неправда. Я вам привел примеры, что на самом деле десятки народов, самых разных, на разных исторических этапах участвовали на равных с русскими в создании этого государства. Но это ведь не Те так. же, например, украинцы при Богдане Хмельницком. Ведь это же был договор. И украинцы являются государствообразующим народом Российской Федерации. С этой точки зрения. И таких примеров можно приводить десятки и сотни. По-моему, это просто попытка угодить всем. Нет, и русским националистам, которые это считают, попытка что прежде должен быть всего особый угодить статус русским для... националистам. Вообще Еще раз, равноправие и отдельно по предложениям Владимира Путина культура будет определяться как уникальное наследие ее многонационального народа, и она поддерживается, сохраняется государством. Вы перескакиваете на другую поправку. Языки будут сохраняться у национальностей. Но еще раз, вводится сегрегация. Все народы Российской Федерации, а их больше 100, 170 считают, народности, племен там, и так далее, делятся теперь на две категории. Есть один государственно образующий, это давняя мечта русских националистов. Они уже там 30 лет сражались за то, чтобы придать русскому народу особый статус. Вот они добились своего. Да. Они радуются. Да. Я думаю, что это сделано для того, чтобы... Не думаю, что они радуются, я не думаю, что это для них достаточно. Ну, это их победа. Но, еще раз, смотрите, и поправка о БОДе, и поправка об СССР, и поправка о детях, и поправка о секс-меньшинствах, и поправка о народах, это все вносит элементы гражданской войны. Это все вносит хаос, это все вносит конфликт, это все раскалывает и разбивает общество. И не случайно уже муфтий татарстанский, вы знаете, высказался о том, что он не поддерживает эту поправку. Это один голос, но так думают сейчас миллионы людей. В Башкирии, в Татарстане, в Чувашии, в Якутии. Я уверен, что сейчас миллионы людей слушают меня или услышат меня и соглашаются со мной, что нельзя. То есть либо одна концепция, что все граждане России равны, и все они совместно образуют политическую российскую нацию, вне зависимости от того, на каком языке они говорят или думают, и какой у них разрез глаз. Либо, когда страна делится на народы, и один из этих народов объявляется государствообразующим, а все прочие не государствообразующими. Вот, возможно, с точки зрения будущего страны, они все опасны, эти поправки, но это, возможно, самое опасное. Потому что она дает повод, с одной стороны, русским требовать особого статуса, а не русским требовать сецессии, сепаратизма, отделения, потому что, коль скоро мы не государствообразующие, то это и не наше государство. Это крайне опасная поправка. Я очень сожалею, что Владимир Путин, который на протяжении 20 лет говорил прямо обратное, у него есть огромное количество высказываний, что нет, мы не будем выделять никакой народ, нет, мы строим политическую нацию. Непоследовательно делал. Непоследовательно, абсолютно. Это он сошел с дороги, по которой он шел последние 20 лет. Резко сошел с дороги. Нет, подождите. Более того, есть концепция национальной политики, буквально утвержденная им год или два назад. Там как раз постулируется политическая нация, то, о чем я говорю. Не этническая нация, а политическая нация. Как французы. Зинедин Зидан, араб. Но если вы спросите, ты кто, Зинедин, он скажет, я француз. Есть такая то есть политическая нация это современная форма нации, которая вводит не этнический, не племенной, не родовой, не кровно родственный принцип создания нации, а политический, основанный на гражданстве и на конституции, и на равенстве всех перед законом. Здесь вводится опять старый 19 века этнический принцип деления страны на разные народы, один из которых объявляется, один единственный объявляется государственно образующим, то есть привилегированным по отношению ко всем остальным. Ну, во-первых, Россия все-таки не котел, а салат или салатница. Да? У нас не произошло такого единения. Мы действительно ценим то, что наши народы, они разные, у них разные культуры. Ну и зачем же выделять один народ? Зачем же все равны, зачем же но есть этот равнее. салат со всего маху разбивать об пол?
Алексей. Да не зачем, человек так мыслит. Кто так мыслит? Владимир Путин. Вот я не знаю, кажется, я не знаю, раньше он мыслил всем. по-другому, а сейчас вот он так мыслит. Вот я не знаю, меня это удивило. Я когда увидел эту поправку, я не поверил своим глазам, потому что это совершенно противоречит всему, что он говорил раньше. Послушайте, когда Владимир Путин сознательно уничтожал фактическую федеральное отношение, когда Россия превращалась в унитарное государство, когда Центр начал контролировать и сейчас контролирует все, вплоть до, не знаю, еврейской автономной области, все дела, которые происходят внутри, невозможно без контроля Москвы. Разве это не часть вот этого? Понимаете, по крайней мере, это не вносило такого раскола, это не вносило такой конфронтации, потому что давили всех. В равной мере давили и татар, и новосибирцев, и этих самых бурят, давили всех. То есть центр давил всех, и в этом смысле, как ни странно, все были равны. Ну да, имперский центр всех давит. А теперь к этому давлению добавляют еще этнический раскол. Вот это, конечно, и это в Конституцию чем вносят. Он рискует? Ведь сейчас не ситуация 90-го года, когда страна расползалась. Почему нас должно волновать, чем он рискует? Мне кажется, нас должно волновать, чем рискуем мы. А чем мы рискуем? А мы рискуем распадом общественного согласия, мы рискуем распадом общественного единства. Мы рискуем распадом страны? Мы рискуем распадом страны, безусловно. Еще раз повторю со всей основательностью, что вот эта поправка о государственно образующем народе запускает процесс сепаратизма. Владимир, что о Владимире Путине напишут в учебнике истории? Он скоро собирается покинуть президентский пост, мне кажется, об этом уже можно задуматься. Я думаю, что о нем будет написано, что он после Горбачевских реформ, ельцинских реформ развернул страну к архаике, он развернул страну от европейской модели к неевропейской, к азиатской модели политического устройства, о том, что были упущены 20-30, не знаю, сколько лет он будет у власти, упущены 20-30 лет для модернизации, для успеха страны, и что Россия при нем упустила очень многие исторические возможности, и что он заложил основу для очень тяжелых конфликтов, которые, несомненно, проявятся в будущем. Потому что конфликты, связанные с верой, конфликты, связанные с личной жизнью, конфликты, связанные с языком, этничностью и культурой, как вы знаете, самые тяжелые, самые кровавые и самые опасные. И именно вот в эти самые опасные бочки с порохом сейчас брошены спички. И мы вот перечислили эти бочки с порохом, и мы перечислили спички, куда Владимир Путин бросает зажженные спички сейчас, вот буквально на наших глазах. Поэтому надо идти голосовать против этих поправок, чтобы голос миллионов противников того, что сейчас происходит, был виден, и чтобы люди выразили свое мнение. Владимир Рыжков, политик, в эфире радио «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Эхо твоего.